мы живем с 93-го года, и у нас нет минимальных условий для проживания. Нет дорог, нет магазина, нету ни садика, у нас нету транспортного сообщения, у нас вообще нету газа, у нас нету технических условий на проведение водопровода. Но зато рядом с нами строят без всяких слушаний общественных и всяких консультаций с населением крематорий. Его сделали без слушаний, без всяких консультаций с населением. И против этого мы выступаем сегодня. Постоянно вот эти вот выбросы, ужасный запах от асфальтного завода, от винзавода, от бензина. Плюс к этому нам еще добавили крематорий. Дети постоянно на антигистаминных препаратах. Мы же не можем постоянно детей кормить лекарствами. Людей беспокоит прежде всего их здоровье, их жизнь. И, конечно же, насколько эти объекты функционируют в соответствии и на основании действующих норм экологического, земельного, градостроительного законодательства. Мы предоставили ему пакет документов по поводу проведения публичных слушаний о функционировании и расположении кремационного блока на территории села Красная Зорька и непосредственно садово-огороднического товарищества. Предоставили ему протокол, заявление обоснования и подписи в количестве 371 штуки. Крематорий находится на уже существующем кладбище с соблюдением всех норм, и расстояний, и так далее, и так далее. Поэтому, так как мы не выбирали новый участок, процедура общественных слушаний не требовалась. И это кладбище находится за границами сельского поселения. Тут интересы, условно говоря, граждан никак не затрагивались. Кремация сама по себе является на сегодняшний момент самым экологическим и чистым видом захоронения. Это признано наукой, и никто это не оспорил. Люди боятся этого слова, боятся это обсуждать, говорить, и всегда это связано с каким-то кошмаром, ментально, скажем так. Поэтому нужно развеять все домыслы и догадки.